брат работал в Тюменской области. 10 декабря он без пропал со своим другом места, а до сих пор мы его никак не можем находить. Зовут его Тоиров Улугбек Сафарович, 1978 год рождения, 5 ноября родился. Тот, кто увидит этого человека, мы просим, чтобы вы помогли найти брата. Он приезжал из Таджикистана? Он приезжал из Таджикистана. Когда прилетел из Таджикистана в Тюменскую область? Приблизительно год назад. Женат, семья есть у него? Да, жена, 3 детей, вместе с семьей здесь они жили, работали. А он как пропал 10 декабря. Откуда он пропал? Где он стоял, когда взяли на работу и просили? На улице Щербакова, где ребята стоят, там работу ищет. Оттуда его забрали, попросили, чтобы... Называется в Тюменской области точка, называется «Поисках работ». Поиск работ, да. Оттуда он уехал. Вот по моей информации их было двое, а второго как звали? Амирзо, да? Ему больше 50 лет. Он взрослый мужик. Но после 10 дней прошло, нашли Мирзо, привязанный к дереву, убитым, да? Да, убитым, спиной с огнестрельной пули. Огнестрельное, значит, да. ранение имел. Да. И Следственный комитет по Тюменскому нашей области проводит проверку. Да. А где вы думаете в данный момент ваш брат находится? Просто мы ищем тот, кто забрал, на какой машине забрали эти машины, государство нашли. Была она в гоне, 2 года розыска машина. Никакой информации пока нет. Нет ее до сих пор. Вы кем являетесь для брата? Я его зять, да, он брат родной. Ваш родной брат он? Да. Старший или младший? Младший. А вы когда приехали? Куда? Вот в России. В Москве, да, информация? Да. И пропал ваш брат. Да, я туда поехал. Поехал в Тюменскую область? Заявление написали, там возбуждено уголовное дело по этому делу. Пока ничего нет. Со следователем разговаривали. А вот с нашими земляками, соотечественными, у вас остался разговор? Они его хорошо знали, вашу брата? Да, хорошо знали, вместе работали вместе. А что вот именно, вот момент, когда его забрали, некий там автомобиль подъехал, забрал, и на работу забирали? Да, на 1 день на работу договорились и поехали. И через час уже на работу телефон отключили. А лиц, которые забрали, никто не помнит? Нет, никто не помнит. Да, Единственное, что автомобиль, который, значит, нет, сегодняшний день найден, да, автомобиль? Да, говорят. Ну, в угоне, да, автомобиль. А вот того товарища, который вот в Душанбе, его отправили уже? Отправили, да, его отправили. А кто сопровождал груз 200? Брат его, он находился в Тюменской области, брат. Как бы он слышал, что у него брат тоже пропал. Потом ему позвонили, что брат нашлось. Они рассказывали, как его нашли, вот столько времени, там 10 дней, потом раз и нашли в лесу. Откуда узнали его? Ну там рыбаки или кто-то нашли, местные жители. Лесники. Лесники, может быть, там потом звонили полиции. На сегодняшний день вот, какие-то предчувствия у вас, на кого-то подозреваете, что может быть из наших кто-нибудь там причастен, или в местное там население? Мы кого-то подозревать не имеем права, пока точно не знаем. Мы единственное, мы просим, что тот, кто его вдруг, если его увидит или знает, да, что мы просим, чтобы нам сообщили. Ну, по событиям, которые одного нет, второго навряд ли вам может быть живых найти. Если, потому что второй проходит также свидетелем. Если они убили одного, это люди, звери, я понимаю, что убивать можно и наших, может убивать и местных, можно убивать других национальностей, но это произошло те люди, которые не имеющие национальности, сегодня совершили подобные преступления. Вот сегодня я понимаю вас в том, что хоть живым или мертвым правильно найти, что поставить окончательную точку, чтобы в дальнейшем
чтобы и семья, и уближу спокойно. Я вас понял, значит, сейчас мы тогда сделаем вот видеосюжет и ваше обращение, значит, Следственный комитет, который связан по Тюменской нашей области, может, район там кто-то занимается, увидит, потому что будет фамилия, имя вашего брата и ваш разговор, соответственно. Может быть, появятся люди, которые где-то его видели, или может те, которые совершили преступление, их совести появится, сами придут в отдел полиции и чистосердечное признание об этом. Ну, всегда надо надеяться к тому, что он жив. Если что-нибудь более страшное, которое мы сейчас с вами здесь говорили, как нам будет дальше, будем в тесном связи с вами, постоянно значит, будем информировать, если у вас информация поступит, значит, так же. И я думаю, что в ближайшее время уже и представители власти предпримут меры, найдут этих подонков. Дай Бог, что ваш брат был жив и здоров. Дай Бог, чтобы этих преступников нашли и наказали.